ходе исследований выявлено, что в концлагерях, созданных режимом КПК в оккупированном Восточном Туркестане, осуществлялись пытки, изнасилования, принудительная стерилизация и промывание мозгов, а также торговля органами, изъятыми у заключенных. Итан Гутман, старший научный сотрудник Мемориального фонда жертв коммунизма и эксперт по торговле органами в Китае, дал показания перед Конгрессом США об отвратительном явлении торговли органами в Китае. По его словам, лагеря были масштабными, и в некоторых из них находились жертвы торговли органами. В 2023 году Национальное собрание США предложило законопроект, запрещающий насильственное изъятие внутренних органов. Я тоже сыграл свою роль во внесении этого законопроекта. Я пробыл в Казахстане несколько месяцев и опросил некоторых свидетелей, в то время большая часть казахов еще находилась в лагерях. Я встречался с теми, кто покидал лагерь и приезжал в Казахстан один за другим, и получал информацию о том, что происходит в лагере. Они рассказали, что это люди в возрасте 28 и 29 лет, которых увезли посреди ночи, и что, по мнению Китая, это лучшее время для получения живых органов. Мои данные почти идентичны гипотезе очевидцев, которая означает, что 35 тысяч человек ежегодно забирают из лагерей для извлечения живых органов, сказал Гутман. Китай назначил командующего ВМС адмирала Дун Цуня новым министром обороны вместо министра обороны Ли Шанфу, который был отправлен в отставку после того, как исчез на некоторое время. После того, как Ли Шанфу был отправлен в отставку по причинам, которые остаются невыясненными, назначение нового министра Дун Цуня не прояснило ситуацию. Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что Дун Цунь, бывший командующий военно-морскими силами, возьмет на себя в основном церемониальную роль. Американский производитель чипов NVIDIA запустил новый игровой чип, нацеленный на Китай после экспортных ограничений. Официальный представитель NVIDIA объявил, что новый чип будет доступен китайским пользователям с января. Производитель заявил, что чип создаст скачок с точки зрения производительности и эффективности. Заявив, что они активно работают с правительством США, компания пояснила, что новый продукт полностью соответствует экспортному контролю. Столкнувшись с санкциями западных стран после начала войны между Россией и Украиной, дверью для России стали Китай и Индия. В этом году Россия экспортировала 50% своей нефти в Китай и 40% в Индию. Ожидается, что экспорт нефти в Россию, особенно в Китай, в этом году достигнет 100 миллионов тонн и 2 миллионов тонн в сутки. Сообщается, что подписанное 30 августа между Китаем и центральноамериканской страной Никарагуа соглашение о свободной торговле вступит в силу с 1 января. Министерство коммерции Китая объявило, что две страны завершили процесс ратификации и соглашение вступит в силу с Нового года. Со вступлением соглашения в силу 60% товаров, которыми торгуют двусторонней торговли, будут освобождены от таможенных тарифов. При этом будет отменено более 95% тарифов. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна выходит из группового механизма БРИКС, в котором состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В письме, направленном странам-членам группы БРИКС, Милей сказал: включение Аргентинской республики в качестве полноправного члена БРИКС с 1 января 2024 года не было сочтено правительством целесообразным. Заявив, что выход из группы БРИКС не означает, что не будет торговли с этими странами, Милей подчеркнул, что отношения будут продолжаться.